Как возникла Великая Татария и чем она стала? Казань. Институт истории имени Марджани. Академия наук Республики Татарстан. 2019 год. Рафаэль Хакимов. В этой небольшой книге о тысячелетней истории Великой Татарии сделана попытка выяснить причины возникновения и падения самого большого государства за всю историю человечества, показать его влияние на становление Российской империи, а также роль татар в этих процессах. Выпуск 29. Реформы Петра I закабалили народ. Почему прервалась татарская история? Россия тяготилась татарским прошлым. Суть преобразования Петра I заключалась в отказе от устаревших ордынских традиций и заимствовании новых западных веяний. Петр сформировал по европейскому образцу регулярную армию, флот, удобные торговые пути, построил более 200 фабрик и заводов, для чего завел учебные заведения. Он пересадил многие европейские производства на российскую почву. Но реформы он делал с помощью революции сверху, в минимальной степени включив политическую систему. Причем в государственном устройстве он скорее сделал шаг назад. Он просто объявил себя императором, отменил Земской собор и зачатки свободомыслия. А его административная реформа по шведскому образцу плохо прижилась на русской почве. Реформы Петра оценивались по-разному. Все, кто был склонен к новым веяниям, неумеренно его возвышали. Ломоносов называл его земным богом. Западники считали, что благодаря Петру Россия вышла из небытия и русские стали историческим народом. По словам Белинского, Петр азиатскую страну своей реформой приобщил к гуманной цивилизации. В то время под этим имели в виду германо-протестантскую культуру. Для западников до Петра у России не было истории, не было разумной жизни. Чаадаев полагал, что Петр уловил и продолжил уже наметившиеся исторические тенденции. Вот что он писал. Он преобразовал то, что существовало лишь по имени. Уничтожал он только то, что все равно не способно было удержаться. Создал он только то, что само собой шло к своему рождению, созданию. Совершил он только то, что до него уже пытались совершить его предшественники. Конец цитаты. Петр справедливо полагал, что надо переносить европейскую цивилизацию на российскую почву. За это его нельзя осуждать. На Востоке нечего было заимствовать. Там в то время был регресс. Татарская история прервалась не потому, что Иван Грозный завоевал Казань. Это было всего лишь следствием внутреннего разложения. Петра следует осуждать за жестокие методы и одностороннюю военную ориентацию. Он искал на Западе технику, а не цивилизацию. Петр хотел распространения европейских знаний и наук в порабощенной стране. Хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал инициативно и свободно. Правда, навязанная силой просвещения, в конце концов, зажгло в рабах искру свободы. Но система просвещения была наиболее высокой в военных училищах. Не случайно декабристы были выпускниками кадетских корпусов, сухопутных, морских, пажеских. Военные училища
стали рассадниками либеральных идей и, кстати, инициаторами переворотов. Демократически настроенные писатели видели в Петре скорее разрушителя национальных традиций, нежели истинного реформатора. Жан-Жак Руссо, который одним из первых дал оценку деятельности Петра, писал: «Петр имел только подражательный гений. Истинного гения, который создает и делает все из ничего, у него не было. Некоторые из проведенных им реформ были сделаны хорошо. Большая же часть была неуместна. Он видел, что его народ варварский, но он не видел того, что он не зрел для истинного управления. Он хотел его цивилизовать. Когда его надо было обучить войне, он хотел сначала сотворить из своих подданных немцев англичан, когда надо было начать с того, чтобы сделать из них русских». Конец цитаты. Карамзин, историк Петровской формации, в конце жизни признавался: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр». Петр отрицал национальные традиции, нравственные, религиозные и этнические начала России и делал это с помощью силы. Он был истинный большевик. Его новая столица Петербург стала воплощением идеи города без каких-либо корней, как некий вызов, существующий на границе различных ландшафтов и миров. Он построен на финских болотах, а не на твердой земле, в то же время не связан с лесом, но там нет и степи. Финский залив оказался мелким. По словам Пушкина, из тьмы лесов, из топи блат, вознесся пышно горделиво. Петр – разрушитель традиций, типичный революционер, и поэтому свои деяния мог осуществить только с помощью насилия. По словам Бердяева, он изнасиловал женственную душу русского народа. При нем Россия стала откровенно милитаристской страной с опорой на крепостничество. Этот период князь Трубецкой называл эпохой романа германского ига. «Большевизм, — писал он, — есть такой же плод 200-летнего романа германского ига, как московская государственность была плодом татарского ига. И когда сопоставишь друг с другом эти два аттестата, аттестат татарской школы и аттестат школы романа германской, то невольно приходишь к тому заключению, что татарская школа была вовсе уж не так плоха». Конец цитаты. Петр окончательно узаконил крепостничество, ввел порку и продажу людей, отбросив общество далеко назад, увеличил налоги в 6,5 раза. Далее цитата. Начиная с 1704 года один за другим вводились сборы поземельные, померные и вещи, хомутейный, шапочный и сапожный, от клеймения хомутов, шапок и сапог, подушный с извозчиков, 10-я доля найма, посаженный, покосовщины, кожный с конных и яблочных кож, пчельный, банный, мельничный с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный, с печей, привальный и отвальный сплавных судов, с дров с продажи съестного с арбузов, огурцов, орехов и другие. Конец цитаты. Сила заменила убеждение и согласие. Произошел раскол в обществе.
За религиозное верование была отдельная дань. За ношение бороды и усов отдельные расценки, свадебные налоги и так далее и тому подобное. Ханам, татарским ханам, не снилась такая непомерная разрушительная дань. Петр ополчился на внешний вид. Война с бородами и кафтанами была просто безобразна. Она породила в людях отчаянное сопротивление реформам. Но он не успокоился на этом. Петр перерил церковные колокола в пушки, отнял у монастырей распоряжение их вотчинными доходами, установил монополии к прежним. Смоле, поташу, ревеню, клею и тому подобному прибавились соль, табак, мел, деготь, рыбий жир и дубовый гроб. Соль продавалась государством вдвое дороже против подрядной цены. Ни один татарский хан не был так непомерно жесток к русскому народу, как Петр. За любую провинность, конфискация имущества, лишение всех прав, кнут, каторга, виселица, политическая или физическая смерть. Именно он ввел разнарядки на заключенных, которые должны были умереть на строительстве кораблей или галерах. Он требовал подготовить несколько тысяч воров и отправить их на строительство той или иной крепости. При нем появились специальные тюрьмы, объединенные с заводами, прототип сталинских концлагерей. При тех непомерных богатствах России Петр мог получить те же налоги без разорения народа, если бы все делал с умом, с пониманием экономики и политики. Численность нации при нем сократилась на 1/5, что равносильно демографической катастрофе. Как ответ на эти меры началось массовое бегство, порой целыми деревнями, в Польшу, Дон, к башкирам, за Урал, Сибирь, а затем появились по всей стране разбойничьи шайки. Предводимые беглыми солдатами, они соединялись в вооруженные отряды и уничтожали многолюдные села, останавливали казенные сборы, вырывались за города. Цитата далее. Разбоями низ отвечал на произвол верха. Это была молчаливая круговая порука беззакония и неспособности здесь и безрасчетного отчаяния там. Столичный приказный, проезжий генерал, захолустный дворянин выбрасывали за окно указы грозного преобразователя и вместе с лесным разбойником мало беспокоились тем, что в столицах действует полудержавный сенат и 9, а потом 10 по-шведски устроенных коллегий с систематически разграниченными ведомствами. Внушительным законодательным фасадом прикрывалось общее безнарядие. Конец цитаты. При Петре было 4 страшных мятежа и несколько заговоров, причем с участием его родного сына. Все они были против нововведений. В народе ходили 2 легенды о Петре Самозванце и Петре Антихристе. Облик Петра был слишком непривычен. Он ходил без короны и мантии, как простой матрос, вместо царского посоха держал трубку, ругался и дрался, как гвардейский офицер, пил водку, как солдат. Возникала в народе мысль, да подлинный ли это царь? Говорили, он родился от немки беззаконной, он подмененный, подкидыш, поэтому и немецкое платье велит носить, и иноземцы заполонили страну. И дождь на комары сосут кровь из русского народа, а потом улетает в чужие края. А когда Петр начал теснить церковь, поскольку думал, что монахи идут от податей и от ленности, чтобы даром хлеб есть, то пошел слух, что он антихрист.
Его реформы были непонятны народу и не воспринимались им, они просто всех пугали. Ради исполнения своих целей он не жалел ни себя, ни денег, ни жизни. Петр называл новую столицу своим парадизом, но она стала великим кладбищем. Петром было заложено фундаментальное противоречие в основе российской государственности. Если до него прозападное настроение было философским, то с него оно воплотилось в виде северной столицы, противостоявшей не столько шведу, сколько полутатарской Москве. Эта метаморфоза не была подготовлена народным движением. Она отрицала народное, привнеся в общество элитарно-заморское. Народное проявилось в другом: бунтах, стихийной колонизации, казачьей вольнице, революциях. Возникла пропасть между государством и народом. Юрий Самарин в 1861 году писал об этом. Это полное, безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, то есть ко всей той половине русской земли, которая не народ. Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление – все это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признает, ничему не уступает своего убеждения. Правда, носится перед ним образ разлученного с ним царя, но не того, который живет в Петербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какого-то другого, самозданного, полумифического, который завтра же может вырасти из земли в образе пьяного дичка или бессрочно отпускного. Конец цитаты. Петр, как никто другой, содействовал развитию особой политической культуры, опиравшейся на произвол, а не закон. Иван Грозный был родоначальником этой культуры, а Петр – продолжателем. Неудивительно, что вслед за ними появились Столыпин и Сталин. С другой стороны, идея свободы оказалась столь же противоречивой, как право власти на произвол. Она выразилась в уходе от жизни в географический простор или в странничестве, или же в утверждении своих прав с помощью бунта и террора народовольцев. А когда, наконец, свобода победила в годы революции, она вновь установила произвол. Свобода оказалась всего лишь правом на произвол. Она не получила позитивного вектора самоутверждения. Логика права оказалась враждебна русскому уму. Русский человек предпочитал жить по совести, но не по закону, и при этом проклинал произвол, от которого более всего страдал. Он на произвол отвечал бунтом, который был самым что ни на есть диким произволом. По иронии судьбы, яркие личности в истории России оказывались весьма противоречивыми. Предтеча Петра Иван Грозный был таким же неуравновешенным, начинал строить государство и собственной рукой же разрушал все построенное. После Ивана Грозного наступила смута, и после Петра Россия вступила в затяжной кризис. Началась мутная волна переворотов, крестьянских и мусульманских восстаний, недостроенная храмина, так называл Меньшиков Россию, достраивалась уже не по петровскому плану. Впрочем, вряд ли можно говорить о наличии самого плана. Промышленность после Петра не сделала заметных успехов.
Внешняя торговля так и осталась в руках иноземцев. Внутренняя торговля падала, города не развивались, а крестьяне впали в отчаяние. Екатерина II слыла либерально настроенной царицей. Она действительно переписывалась со всеми, чуть не сказал переписывалась со всеми знаменитостями Европы, самыми просвещенными философами, хотя вся эта переписка не повлияла на вольнодумство в России. Ее политический манифест «Наказ», выдержанный в духе европейских модных течений политической мысли, никак не отразился на законодательстве и политических нравах, оставшись больше упражнением ума и саморекламой в Европе. Екатерина II европейские институты не собиралась вводить, правя самовластно. При ней крепостное право усилилось и расширилось. Крестьяне мало чем отличались от холопов XVI века. Они стали восприниматься как частная собственность помещиков. Как следствие усиления крепостничества остановился рост городов. Поборы с крестьян перешли всякие границы. Крестьянские восстания со временем слились в грандиозный пугачевский бунт. Ни Петр, ни Екатерина не провели истинных реформ. Несмотря на попытки развернуть Россию в сторону Запада, она так и осталась евразийской державой с татарскими родимыми пятнами. В Европе на картах XVIII века территорию России обозначали по-разному. Европейская Московия на севере, Московская Татария в центре. Далее шли Казанское, Астраханское, Сибирское королевство, царство, Малая Татария, Крым и прилегающие степи и так далее. Великая Татария очень медленно, противоречиво становилась Россией. Конец выпуска. Продолжение следует. Даваме бар. Ну вот и все. Пока-пока. До новых встреч.